О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. В жилом доме в городе Томот взорвался бытовой газ. Во многих квартирах ударной волной выбило окна, обрушились стены. Сколько человек пострадали и что известно о причинах. Связи нет. Пользователи мессенджеров сообщают о сбоях в работе по всей России. С чем это связано и как оплатить проезд в автобусе, когда нет интернета. В Якутии официально завершился год труда и стартовал год детства. Какие направления в приоритете в этом году? Якутия впервые вошла в топ-25 регионов по развитию чистого топлива. Насколько активно якутяне переходят на газомоторное топливо и какие программы готовят. Вперед на вышку! В Центре студенческих инициатив СВФУ организовали профориентационное мероприятие для выпускников этого года. Сколько мест для абитуриентов готовит ВУЗ? Самолет Ил-76 Вооруженно-космических сил России потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. К месту падения вылетела комиссия для установления причин катастрофы, сообщили в ведомстве. На борту, кроме пленных военных, находились 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. А в одном из многоквартирных домов города Томот взорвался бытовой газ. Пострадали 5 человек с травмами разной степени тяжести, и они были госпитализированы. Вопрос с размещением жителей решен, а причины произошедшего еще предстоит выяснить. С места событий передают наши алданские коллеги. Дом номер 17 по улице Кирова сейчас отключен от всех коммуникаций. Бригада рабочих в срочном порядке закрывает проемы окон и дверей, чтобы не допустить размораживания системы тепловодоснабжения. Сегодня в полдень здесь взорвался бытовой газ. Андрей Андрианов в момент трагедии находился дома. Услышал сначала свист, а потом резкий хлопок, меня откинуло. Я встал, потом слышу крик на улице, вышел на улицу. А у меня все, и балкон, и окна, все повылетало. Предположительно, взрыв газа произошел в квартире на 3-м этаже. Жильцы были экстренно эвакуированы. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Все они госпитализированы. Состояние 2 оценивается как тяжелое. Они были направлены в Алдан. 3 пострадавших сейчас находятся в терапевтическом отделении Томотской больницы. В их числе сестра Аси Просак. Дома все развал, все, мебель вся упала, вся разломалась, балкон вылетел, дверь вся вылетела. Вот я продукты-то набрала, чтобы отнести. Здесь племянник зашел, и на него эта дверь, как раз взрыв был. А я стояла еще на остановке и даже не подумала. А ее увезли в больницу. Когда прогремел взрыв, Елена Дремина находилась на работе. В квартиру она вернулась только для того, чтобы взять самое необходимое. Мне позвонил сын и спрашивает: ты жива? Я говорю: в каком смысле? Я говорю: сына на работе, вообще-то нахожусь. Вот так я узнала, что у нас произошло. Сейчас приехала, отпросилась с работы и приехала в администрацию. В доме 2019 года постройки также располагаются музей и многофункциональный центр «Мои документы». При визуальном осмотре помещения, в которых находятся организации, не пострадали. По некоторым данным, нарушений несущих конструкций также нет. Впрочем, все обстоятельства еще предстоит выяснить, а ущерб оценить. Завтра к нам приезжают эксперты с Якутска для того, чтобы провести экспертизу, сделать заключение, насколько произведен ущерб, да, и возможность дальнейшего восстановления. В 17-м доме по улице Кирова 24 квартиры. В них проживают 46 человек, 6 из которых дети. Главный вопрос, который не терпел отлагательства, касался размещения жильцов. Значит, для всех жителей будет предоставлено жилье у нас в общежитии с полным, обеспечением кровати, туалет, ванна, где есть покушать, приготовить. Жильцам также будет оказана помощь с транспортировкой крупногабаритных вещей. На территории дома круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Томот.
Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль дело об убийстве молодого человека в Якутске. Обвиняемого арестовали на 2 месяца. Напомню, в микрорайоне Марха произошел конфликт, в ходе которого 18-летний уроженец Таджикистана нанес ножевые ранения 26-летнему молодому человеку. Пострадавший скончался. Сегодня суд вынес решение об аресте обвиняемого сроком на 2 месяца. Ранее глава Якутии призвал якутян не реагировать на незаконные призывы и провокации, которые распространились в мессенджерах и соцсетях. Расследование уголовного дела Исай Николаев также взял под личный контроль. Тем временем пользователи мессенджеров сообщают о сбоях в работе по всей России. Число жалоб превышает 8 тысяч обращений. Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области. При этом замминистра инноваций Якутии Андрей Суслов сообщил, что в республике технический сбой в работе мессенджеров связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором. Также в связи с перебоями мобильной связи в городских маршрутных автобусах возникли проблемы при оплате проезда транспортными и банковскими картами. Окружная администрация Якутска просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации и пользоваться наличным расчетом при оплате проезда на автобусе. В течение дня мы наблюдаем перебои мобильной сети, связи телефонной, в связи с чем хотим проинформировать горожан и гостей столицы о возможных сбоях работы терминалов безналичной оплаты, установленных в салонах автобуса, а также возможной некорректного отображения и работы приложения в умном транспорте автобусов, которые сегодня осуществляют движение по всем городским и пригородным маршрутам. Просим жителей и гостей столицы при осуществлении поездок иметь при себе при некорректной работе терминалов безналичной оплаты при себе наличные средства. Идем далее. Республика заняла 2-е место среди регионов Дальнего Востока по притоку инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года. Такие данные озвучили на январских слушаниях под руководством полпреда президента Юрия Трутнева. Так, внешнеторговый оборот Якутии растет прежде всего с КНР. Инвестиции в основной капитал выросли на 25% по сравнению с прошедшим периодом. Индекс промышленного производства 102% к 2022 году. Также привлечен рекордный объем инвестиций – 715 миллиардов рублей. За год построено 56 соцобъектов, в том числе 20 объектов здравоохранения и 8 физкультуры и спорта. Глава Якутии Исай Николаев встретился с руководством компании «Росатом» и ее дочерней структурой «Атомредмедзолото». Стороны обсудили результаты реализации проекта «Эффективный регион» в Якутии за 3 года, наметили планы его реализации. Также обсуждалась возможность сотрудничества по оптимизации процессов северного завоза. Отметим, что республика присоединилась к программе «Эффективный регион» в 2020 году. Данный проект госкорпорации «Росатом» реализуется более чем в 40 субъектах России и направлен на постоянное повышение эффективности системы государственного и муниципального управления с использованием методов и инструментов бережливого производства. Мы сегодня с главой республики подвели итоги 20, 21, 22 и 23. Вот, значит, 4 лет работы. Посмотрели, какие выполнены проекты, что мы подготовили группу 10 человек. Мы наметили планы на 24 год. У вас будет собственная команда лидеров, которые будут делать всю ту работу, которую сегодня помогает вам делать Росатом. Но прямо сейчас на выставке России на ВДНХ проходит День Дальнего Востока и Арктики. Сессии и экспертные дискуссии посвящены стратегически важным регионам нашей страны, развитие которых определено президентом Владимиром Путиным приоритетом на весь 21 век. На площадке работает наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Какие мероприятия уже прошли и какие намечаются?
Приветствую, Сергей. Наверное, нужно начать с того, что День Дальнего Востока и Арктики – это первое подобное мероприятие в рамках форума «Россия», посвященное именно макрорегиону в целом, а не отдельному субъекту Российской Федерации. Это и торжественно, и волнительно, и ответственно. И я хочу сказать, что Дальний Восток здесь снова впереди всей страны. С самого утра идет деловая программа, это круглые столы, дискуссии, различные сессии. Все они посвящены реализации национальных проектов. Это инициативы президента России Владимира Путина. И здесь представлены, конечно, те проекты, которыми гордится сегодня Дальний Восток. И вообще здесь нередко говорили, что макрорегион Арктики и Дальнего Востока – это такая экспериментальная площадка. То есть у нас внедряются идеи, которые потом реализуются на территории всей нашей огромной страны. И это тоже ответственно и приковано к нам большое внимание. Вот мы были на сессии, которая была посвящена развитию городов. Там были презентованы мастер-планы Якутска и Нерюнгри. И на эти цели будет потрачено 650 миллиардов рублей. И по поводу Нерюнгри хочется сказать, что там деньги потратят не только на благоустройство городского, но и суммы денег будут вложены и в целом модернизацию системы здравоохранения. Это очень важно. Куда же без инноваций, друзья? Здесь за Якутию отвечает научно-образовательный центр НОЦ «Север». И ребята здесь презентовали свои реализованные проекты, которые уже внедряются не только на территории Дальнего Востока, но уже практикуются и в других регионах нашей страны. Давайте послушаем, что они нам рассказали. На самом деле, сегодня НОЦ «Север» представлен сразу на 4 площадках. Непосредственно сейчас я выступал и рассказывал о технологиях, которые внедряются на территории Республики Саха-Якутия, Камчатки, Чукотки, Магадана, Сахалина. В том числе особое внимание сакцентировал на бионефтедеструкторах, которые на текущий момент в этом году уже будут применяться для очистки судна «Днепр», что находится в Булунском районе и Арктике. Куда же без культурной программы. Параллельно идут различные концерты, мастер-классы, можно продегустировать национальные блюда. Также здесь награждают героев. Минвостокразвития решил отметить людей различных профессий. Это врачи, ученые, учителя, монтажники, шахтеры, водители, военные. В общем, те люди, которые, по мнению министерства, внесли большой вклад в развитие макрорегиона в 2023 году. Среди этих счастливчиков и житель Нерюнгри Александр Врагов. Он геолог и живет в нашей республике 2 года. Давайте послушаем его. Что вы знали о Якутии, когда ехали, да? И, может быть, поделитесь впечатлениями о жизни. 2 года жили. Да, у меня несколько однокурсников, одногруппников как раз-таки из Нерюнгри, поэтому я был там чуть-чуть наслышан, что суровая зима, но при этом просторы и красота, природа, то есть все равно очень интересно и прекрасно там находиться. Здесь прозвучала такая информация, что за время форума Россия павильоны Дальнего Востока посетила больше 2 миллионов человек. И, конечно же, к якутскому павильону приковано тоже большое внимание. Кстати, среди регионов есть конкуренция, потому что идет конкурс по различным номинациям. И наш республиканский павильон лидирует в таких категориях, как инновации и интерактив. Людям нравится приходить к нам в гости, они знакомятся с культурой народа Саха. И также можно сделать своими что-то руками. Кстати, можно и поддержать нашу республику. Для этого необходимо зайти на сайт форума «Россия», найти голосование и отдать свой голос. Я уверен, что многие наши земляки уже побывали на выставке «Россия» и видели все своими глазами. Сергей, давайте поддержим Якутию. Максим, спасибо. Якутии действительно нужна поддержка. Ну а те, кто не был на выставке, обязательно ее посетят и увидят нашу экспозицию. А мы пока продолжаем программу. Чуть ранее на ВДНХ зажгли огонь семейного очага. Так, на выставке «Россия» дали старт году семьи. Такую инициативу озвучил президент страны Владимир Путин. В рамках торжества на главной сцене форума выступили арктические династии, а также семейные пары из 89 регионов России. Якутию представила чета Федоровых, которые зарегистрировали свой союз. Также на выставке «Россия» они участвовали в церемонии зажжения символического очага, огонь для которого был привезен из Муромского Свято-Троицкого монастыря, где находятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей семейного счастья. С Муромского края привезли освященный огонь, который будут распространять по всей России. И нас выбрали из 89 пар, которые здесь регистрировали на ВДНХ. И мы среди них первые. Нам дадут лампаду, в котором будет заключен очаг семейный.
и мы отвезем в город Якутск, нашу республику. В Якутии официально завершился год труда и стартовал год детства. Благодаря труду профессионалов, трудовых династий и организаций республика достигла значительного прогресса, а также сохраняет устойчивые темпы роста во многих сферах. Впереди много задач, планов и мероприятий, рассказывает Даяна Федорова. Семья – это любовь, понимание и терпение. Якутия является единственным из регионов Дальнего Востока, где отмечается стабильный рост рождаемости. Семья Ксенофонтовых из Хангаласского района. В их большой семье 9 детей. Из них 6 мальчишек и 3 девочек. Мы очень рады, что наш президент Владимир Владимирович Путин в этот год объявил годом семьи. Это для нас очень важно, так как у нас большая семья, и мы очень этим и гордимся. В этом году в нашей республике также объявлен год детства, и то, что нас тоже очень радует. В каждой семье каждый ребенок должен быть счастлив. В Якутии множество трудовых династий, в том числе врачей, учителей и инженеров. Благодаря семье с самого детства формируется отношение к труду, преданность выбранной профессии, которая передается из поколения в поколение. В текущий год будет уделено особое внимание поддержке и развитию семейных ценностей, а также укреплению института семьи. Весь год будет наполнен мероприятиями, направлено на, как я сказала, уже укрепление семейных ценностей, а также на дальнейшее совершенствование системы мер социальной поддержки семей с детьми. И вот буквально вчера указом президента страны принят совершенно новый указ о социальной поддержке многодетной семьи в Российской Федерации, который установил уже теперь единый статус многодетной семьи в целом по стране. Залог успешного развития республики и всей страны – это счастливые и крепкие семьи, укрепление здоровья матерей, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях и поддержка многодетных семей стали ключевыми задачами 2024 года. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. По итогам 2022 года Якутия впервые вошла в топ-25 регионов по развитию чистого топлива. Экологический рейтинг обнародовала компания «Газпром» газомоторное топливо. По многим показателям в рейтинге республика значительно улучшила свои показатели. И работа по подключению газомоторного топлива в регионе продолжится. Подробности у Александра Хавренко. С 2020 года в республике идет активная работа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Крупные компании, небольшие фирмы и частные автолюбители переводят свои машины на газ. Эта работа позволила войти нашей республике в топ-25 регионов России по чистому топливу. При формировании рейтинга учитывается несколько факторов. И самый важный – это развитие газомоторной инфраструктуры, открытие заправок и специализированных сервисных центров. С участием главы республики открывалась заправка, например, в Ленске не так давно. У нас 4 заправки есть газовых на метане в городе Якутске. 1 заправка в Нижнем Бестяхе на железнодорожном вокзале. Есть на месторождениях наших. И эту тенденцию мы, соответственно, собираемся дальше продолжать. Второй момент – это связано с динамикой объемов потребления. Здесь мы тоже хорошо приросли, достигли уже порядка 9 миллионов кубометров по году. А что за этим стоит? Это количество переоборудованных автомобилей. И третий важный фактор – это субсидирование перевода автотранспорта на газомоторное топливо. В республике действует государственная программа по субсидированию, благодаря которой автовладелец оплачивает из своих средств лишь 10%, остальное за него платит государство. Переоборудование легкового автомобиля стоит примерно 154 тысячи рублей. При этом автовладелец из собственного кармана оплачивает только 16. Экономия на самом топливе начинается уже с первого дня, и затраты на переоборудование окупаются за считанные недели. Говорим про легковой транспорт, это 1-2 дня. Сама установка. Конечно, подготовительный этап, он достаточно продолжительный. Это и первый этап лаборатории, это само переоборудование, и уже потом второй этап сдачи документов в государственную автоинспекцию для внесения изменений в конструкцию транспортного средства. В общей сложности весь этот процесс занимает порядка месяца. Но само переоборудование, если мы говорим о легковом транспорте, это день-два, если это грузовой транспорт, до 3 дней. В 2024 году стартует пилотный проект по переводу на газ сельскохозяйственной техники.
И это будет еще одной вехой в истории развития газомоторного топлива в республике и позволит в ближайшем будущем значительно подняться в рейтинге регионов по чистому топливу. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На избирательных участках во время выборов поставят 40 тысяч видеокамер. Проект постановления о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения при проведении выборов президента России, назначенных на 17 марта, согласован с Минцифры. На каждой площадке будет установлено по 2 видеокамеры, позволяющие видеть все, что происходит на избирательном участке. Что касается доступа к видеозаписям, он должен быть профессиональным, подчеркнули в Центр избиркоме России. Готовимся к лету уже сегодня. Для ответственных за организацию отдыха детей и их оздоровления проводят краткосрочные курсы повышения квалификации. Зимняя школа организована на 3 площадках. На базе центра «Сосновый Бор», в квартале Труда и точке кипения IT-парка. Обсуждают проблемы в сфере оздоровительного отдыха. Продолжит Марина Захарова. Зимнюю школу «Вектор» лета-2024 приурочили Году семьи в Российской Федерации и Году детства в Республике Саха-Якутия, а также январскому совещанию работников образования о развитии единой системы образования. Участие в ней примут более 100 специалистов сферы детского оздоровительного отдыха, чтобы обменяться опытом и общими усилиями подготовиться к предстоящему лету. С чем он здесь сталкивается? Первый кризис. Он сталкивается здесь с новой моделью поведения. И вот эта модель поведения – это новая норма, которую задает лагерь. Почему именно здесь, в лагере, ребята хотят быть лучше? Потому что здесь мало кто его знает. Здесь разные ребята. И здесь как раз начинается его старт. Вот очень важно сегодня, чтобы в лагере ребенок становился скульптором своей жизни. Надо дать возможность ему это понять. В течение 3 дней будут проводиться круглые столы, мастер-классы и дискуссионные площадки, по итогу которых участники наметят план действий на летние периоды вплоть до 2030 года. Отметим, что кампания по организации отдыха и оздоровления за весь период до 2023 года охватила более 100 тысяч детей и были открыты порядка 534 лагерей по всей республике с общим охватом более 50 тысяч детей. Мы ожидаем в этом году, во-первых, ввод Центра отдыха и оздоровления детей «Полярная звезда». Это совершенствование концепции системы отдыха и оздоровления детей. Это дальнейшая работа по движению первых. Но и присоединяется к нашему лету новая федеральная структура «Воин», которая будет работать в направлении именно спортивно-патриотического такого направления для наших детей. Сосновым Бором была проведена работа не только по организации досуга, учебных мероприятий и оздоровительных курсов, но и разработана модель правильного дошкольного питания, чтобы дети получали все необходимые микроэлементы. Теперь перед ними стоит задача проработать такую же модель только для всех школ в соответствии с ориентирами системы отдыха и оздоровления детей, озвученных Айсеном Николаевым в декабре прошлого года. Марина Захарова, Аэлита Махно, Якутск. В Якутской балетной школе знаменательный день. Воспитанники, преподаватели и приглашенные гости в торжественной обстановке открыли юбилейный год, посвященный столетию со дня рождения первой балерины Якутии Аксиньи Посельской. Она была легендой якутского балета, заложила основу балетного искусства, является основателем хореографического образования. Именно ее усилиями открыто хореографическое отделение в культурно-просветительском училище, где она работала на протяжении 28 лет. Путь первой якутской балерины продолжают ее родственники и воспитанники Якутской балетной школы. Должны быть мероприятия, которые для увековечения памяти. Это как книга, сборник воспоминаний, и туда войдут еще статьи, которые они писали. Сохранить будущему поколению. Это фильм. Какого формата? Может быть, это документальный фильм, возможно, это художественный фильм. Там уже тоже переговоры уже ведутся. И еще, конечно, мы много образовательный международный образовательный форум. Еще хотим создать творческий союз хореографов. Вперед! На вышку в Северо-Восточном федеральном университете организовали профориентационное мероприятие для выпускников этого года. В рамках приемной кампании университет планирует зачислить по программам бакалавриата и специалитета свыше 2500 человек. Что нового ожидается в этом году, узнавала Вероника Таюрская.
Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова провел профориентационную ярмарку, на которой выпускникам рассказали про учебные подразделения и студенческие объединения. Сотрудники обратили внимание и на правила приема в учебное заведение. Так, нововведением этого года стало добавление дополнительных баллов за серебряную медаль, полученную в ходе обучения в школе. Что касается актуальных новых программ, то у нас разработаны такие актуальные программы в сфере подготовки специалистов по дошкольной дефектологии, потому что эта проблема очень сейчас актуальна, и учителей начальных классов и иностранного языка. В прошлом году на многие программы подготовки на обучение в рамках отдельных квот на бюджетные места было зачислено 69 человек. В нынешнем году работа по поддержке участников специальной военной операции и их детей продолжится. Это у нас обязательно, потому что все вузы обязаны выделить в рамках своих бюджетных мест отдельные квоты. Это не менее 10% от направления подготовки. Одним из подразделений университета является Горный институт. Его сотрудники готовят студентов по двум направлениям. Техносферная безопасность с 3 профилями подготовки и горное дело также с 3 профилями подготовки. Выходя на рынок труда, выпускники всегда смогут найти себе работу. Наши выпускники работают во всех сферах, да, получается, и образование, и медицины в том числе, да, и промышленность тоже у нас имеет место быть, ну и во всех предприятиях, где 50 и более человек, как раз-таки специалисты наши, они востребованы. А таких предприятий, где 50 и более человек, очень много, да, по республике. Лена Ксенофонтова приехала на профориентационную встречу вместе со своими одноклассниками. Девушка заканчивает 11 класс и будет сдавать экзамены по английскому языку и обществознанию. Как призналась школьница, изучением иностранных языков она занялась недавно. Хочу поступить в ИСИР, потому что, думаю, изучение языков для меня намного ближе, чем изучение какого-то математических формул или чего-то еще. Все, переводчика, может, с азиатских каких-то языков, но я еще не выбрала, но английский точно. По информации Центральной приемной комиссии СВФО, в этом году выделено 2662 бюджетных места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения и 390 мест на заочное обучение. Прием заявлений стартует 20 июня. Вероника Таюрская, Джолстан Иннокентьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.